Итак, мы начинаем новую рубрику, которая называется «Почему так, а не иначе?». И сейчас мы посмотрим, мы подошли к такому месту, где расположены гантели. Это самое главное место зала, это сердце зала. Расскажу вам в двух словах. Был тест, который провели американские ученые, взяли категорию людей от 40 до 60 лет, и одной в тестирующей группе дали гантели, а другим дали обыкновенные тренажеры, которые мы видим в другой части зала, которых очень много. Вот. И после этого провели месяц тренировок. Каждый был с индивидуальной схемой, и потом протестировали их. И узнали о том, что по тесту у одних, тех, кто занимался именно с гантелями, повысилась нейропластичность мозга. Они лучше отвечали на тесты. Те, которые работали просто в тренажерном зале с обыкновенными тренажерами, этот уровень также повысился, но не настолько. О чем это говорит? О том, что вгружаемость ваших когнитивных функций, то бишь мозга, гораздо выше с гантелями, нежели чем с обычными тренажерами. Это не говорит о том, что тренажеры это плохо, это говорит о том, что гантели это хорошо. И сегодня мы приоткроем занавес небольшой тайны. Почему? Потому что большинство людей приходят к гантелям, они тренируются в зале, но они не выполняют основных базовых требований, в которых заложен ресурс прогресса. И вот сегодня я его в двух словах расскажу. Самое интересное то, что любое упражнение всегда делится на 3 части. Всегда, везде и во всем. Что бы вы ни делали, возьмем, к примеру, обыкновенную гантелю и произведем обыкновенное движение. Мы не будем сегодня учить выполнение бицепса сгибателя. Я просто вам расскажу о той технологии внутренней мозга, который формирует контур движения. Мы делаем движение вот таким образом. А теперь мы детально прослушаем, как это происходит вот здесь. Когда мы начинаем движение, мы задерживаем воздух. У нас возникает кульминация. Идет сокращение мышечной ткани. В этом верхнем положении идет фиксация. Мышца становится наиболее сильная. И потом мы это опускаем. По траектории всей движения нагрузка неравномерная. И поэтому человек, это первая ошибка, совершает взрывную технику. Он делает движение вот таким образом, расслабляя ее в верхней фазе и расслабляя ее в нижней фазе. Если мы разделим условно именно это в данном случае упражнение и любые другие, которые мы тренируемся, на 3 фазы, это первая самая тяжелая, средняя и верхняя, то мы заметим, что нижняя нам тяжело, здесь нам становится легче, здесь очень легко. И дальше мы отпускаем взрывную технику, опускаем. Это я утрирую, но на самом деле так и происходит. Человек делает вот таким вот движением. Вроде бы все правильно, и она будет расти у вас, будете вы делать жимы, плечи, разводки, тяги. Любое упражнение имеет одну составляющую, в котором большинство людей на начальном этапе, да и в дальнейшем, совершают главную ошибку. Они не разделяют силовое, интеллектуальное усилие на определенные участки, их 3. Поэтому, если мы хотим, чтобы через некоторое время мы не остановились и не уперлись в стенку, мы должны научиться делать это правильно. Это первая ошибка, и мы ее разрисовали, и теперь объясняем, что мы делаем. Мы делаем легкая взрывная техника, замедление, фиксация и не расслабляем. И дальше мы опускаем в 2 раза медленнее. Вот таким вот образом. И получается у нас 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Здесь есть очень много нюансов, которые связаны с поясничным отделом, с дыханием. О них мы поговорим тоже, но уже позже, в следующей серии. А в данном случае вы должны уяснить себе одну простую вещь, что любое упражнение, если вы в голове разделите на 3 фазы, вам будет легче. То же самое, как запоминание. Как вы запоминаете номер телефона, вы дробите его на 3 части и после этого фиксируете свое внимание на каждой в отдельности из них. А потом она собирается во весь цикл. Вот это первая, главная, базовая, основная задача, необходимая в начале для человека, чтобы он научился правильно выполнять все упражнения. Достаточно 3 упражнений разного характера, и когда у вас закрепится эта интеллектуальная способность фиксировать движение по всей траектории движения, вы будете всегда расти.
вы всегда будете максимально выжимать столько, сколько необходимо, и у вас будет прогрессия постоянно. И самое, что интересно, что вы не будете травмироваться.